бишкекской студии я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Кыргызская сторона снесет наблюдательную вышку, а таджикская сторона не будет строить свою. Стали известны первые результаты переговоров глав правительств двух стран. Участники встречи договорились, что на 18:00 сегодняшнего дня обе стороны выведут с границы войска и боевую технику. Напомню, что на кыргызско-таджикской границе 2 дня назад случилась перестрелка. По версии официального Бишкека, соседи даже использовали минометы. По версии Душанбе, кыргызстанцы мобилизовали на место событий дополнительные силы, около 300 человек. Что происходит в Кыргызстане после конфликта, расскажет Жибек Бигалиева. Село Максат когда-то основал первый президент Кыргызстана Аскар Акаев специально для того, чтобы соседняя страна не могла заявить права на эти земли. И вот уже 25 лет местные жители охраняют государственную границу. Правда, большие чиновники про максатовцев как будто забыли. Границы еще не определили, а таджики уже потихоньку сдвигаются в нашу сторону. Они строят здания на неопределенных участках. Когда накануне после конфликта в приграничное село вдруг приехал премьер-министр страны, жители деревни просто не давали ему говорить. Так много им самим нужно было рассказать. К примеру, о том, что обычным кыргызам и таджикам нечего делить. Они ходят за покупками друг к другу. Кыргызы много лет нанимают рабочих из таджикского овчи-калача. Все претензии у них к пограничникам соседней страны. Именно из-за того, что здесь до сих пор не определены границы, такие конфликты происходят постоянно. Вчера, когда стреляли, мы видели, как пролетали пули. Мы сидели дома. А куда мы пойдем? Что-то горело. До 10 часов мы просидели дома. Примерно в 11 нас вывезли в другое село. Местные жители говорят, что они несколько дней назад сообщали о возможном ухудшении ситуации. Мы, депутаты 3 сельских управ, объединившись, отправили в Бишкек делегацию. К сожалению, власти не захотели их услышать. Мы ранее предупреждали о возможном конфликте, но они никак не отреагировали на наши сообщения. По версии кыргызских властей, причиной перестрелки стало строительство таджикскими военными наблюдательной вышки на несогласованном участке. По версии Таджикистана, незаконную стройку начали кыргызстанцы. В итоге с кыргызской стороны погиб 1 человек, с таджикской – 3. В эти дни в обеих странах проходят погребальные церемонии. Тех, кому повезло остаться в живых, сегодня в бишкекской больнице навестил президент Сооронбай Жээнбеков. Как рассказали в его пресс-службе, всем пострадавшим от имени Жээнбекова передали деньги. Сумму власти не уточняют. Так же, как и детали переговоров глав правительств двух стран. Прямо на границе Кахир Расулзады и Мухаммедкалый Абулгазиев уже вторые сутки обсуждают, как разрешить эту проблему. Бишкек настаивает, что соседи применяли минометы. А в Душанбе еще вчера заявляли, что кыргызская сторона во время перестрелки вывела на границу несколько сотен военных. Однако, несмотря на оперативную реакцию правительств двух стран, в Кыргызстане не ждут серьезных результатов от встречи. Меньше 2 месяцев назад такие же переговоры проводили президенты. Однако конфликты и перестрелки на границе продолжаются до сих пор. Жибек Бигалиева, Джениш Айдаров, Самат Алжибаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. На таджикистанском частном телеканале СУКТ показали репортаж об инциденте на таджикско-кыргызской границе у сельсовета Овчи-Калача, в котором погибли 3 таджикистанских пограничника. Местные журналисты восстановили хронологию событий с точки зрения жителей таджикистанского приграничья. Что рассказывают люди и каково состояние раненых военнослужащих, расскажет Аншурул Нарипов. Заранее просим прощения за низкое качество видео, которым поделились с нашими журналистами коллеги из Сагдийской области. По словам жителей сельсовета Овчи-Калача, в который входит 6 кишлаков, 16 сентября первыми открыли огонь пограничники Кыргызстана. Стреляли предположительно снайперы. Первым убитым оказался подполковник Рустам Убайдулоев, который вышел к коллегам, чтобы урегулировать конфликт. А началось все с того, что жители Овчи-Калача прогнали кыргызстанских строителей, которые собирались построить на спорной территории вышку. Затем в конфликт были втянуты пограничники обеих стран, говорят местные жители. Такая же версия была опубликована несколько часов назад на таджикском новостном портале Ховар. Этот конфликт возник не по нашей вине. Кыргызская сторона завезла гравий на дорогу. Примерно 5 военных Киргизии в гражданском пришли и начали очищать территорию дороги от сорняков. И хотели начать заливку бетона. Когда наши жители начали этому воспрепятствовать, киргизы устроили драку. Потом пришли около 200 или 300 военных из Киргизии. Они были вооружены, и мы спрятались в домах. Потом на место конфликта прибыли наши военные. Вроде бы ситуация нормализовалась благодаря переговорам. Внезапно с западной стороны началась стрельба. Власти Кыргызстана уверяют, что все было наоборот, и первыми огонь открыли таджикистанцы. Чингис Айдарбеков обратил внимание, что таджикские военнослужащие первыми открыли огонь, в том числе применив огнестрельное оружие в виде минометов.
В ночь с 16 на 17 сентября местные жители отвезли свои семьи к соседям. Предположительно, сразу после конфликта власти обсуждали с овчекалачаевцами вопрос переселения на новое место жительства, но люди отказались. Над нашими домами как бы пролетали ракеты. Поздно вечером мы начали вывозить детей и женщин в безопасные места. Но мы, мужчины, остались, так как мы готовы защищать каждую пять своей земли и днем, и ночью. И мы этого не боимся. Это наша земля, земля Таджикистана. Здесь пролита наша кровь. 3 убитых с таджикской стороны похоронили еще вчера. А вот информацию о 5 раненых власти не разглашают. Из источников больницы Бабаджан-Гафуровского района стали известны их имена и состояние их здоровья. Офицер подразделения «Альфа» Идибек Шамсиев и глава ОВД Овчекалача Сайдмумин Нематов сейчас находятся в тяжелом состоянии. У обоих ранения в голову. Состояние 3 военнослужащих Шоруха Сафархуджа, Мухаммада Ашузода и Сомона Шодиева стабильно. Врачи делают все возможное для их выздоровления. С начала года на границе Кыргызстана и Таджикистана практически каждый месяц вспыхивают конфликты. Только за 9 месяцев произошло более 10 столкновений на неописанных приграничных участках. В 4 инцидентах погибли люди. Что становится поводом для агрессии соседей в адрес друг друга? Дарья Тимофеева вспомнила случай насилия в 2019 году. В приграничном районе кыргызского села Акса и таджикского села Ворух с начала года случилось больше всего столкновений – 6 случаев. Первое произошло еще в марте. Соседи забрасывали друг друга камнями из-за строительства дороги на неописанном участке границы. Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана применили оружие. 2 человека погибли. Напряженность сохранялась 5 дней. В апреле, июле и сентябре стычки повторились. Самым серьезным стал июльский конфликт. Причина – установка флагштока на спорной территории. Пострадали 24 человека, 1 убит. Сотни жителей были эвакуированы. После этого происшествия на границе прошла встреча глав 2 стран. Дважды в течение лета обострялась ситуация в приграничном селе Таштумшук. Оба раза жители были недовольны ремонтом дороги на неописанном участке границы. Именно инфраструктурные проблемы чаще всего становятся поводом для возмущения. Стычка из-за дороги прошла в конце лета и в селе Кокташ. Нарушить спокойствие и спровоцировать агрессию может любая активность на неописанной территории. Май 2019-го в селе Карабак разногласия из-за сарая на неопределенном участке границы. Июнь, село Искра. Местные жители требуют снести дом на спорной территории. Август. Конфликт в населенных пунктах Маркас и Арка из-за забора. Столкновения последних дней разгорелись также из-за стройки объектов. 2 дня назад на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь погибли люди, 4 военнослужащих. Еще десятки пострадали. С начала года в приграничных районах 2 стран случилось 12 происшествий. В каждом из них обе стороны винят друг друга. Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых несогласованными остаются 519. Дарья Тимофеева, Азат Антымаков, Тимур Тимаев. В настоящее время Азия.